Пришла долгожданная весна, это значит, что пешеходам вновь придется делить тротуары с любителями средств индивидуальной мобильности. Так, с прошлого года, согласно новым ПДД, называют сегвеи, моноколеса, гироскутеры, скейтборды и любимые многими электросамокаты. Последние не требуют от человека особых физических навыков, достаточно уметь держать равновесие и в путь рассекать городские улицы. Безусловно, появление на тротуарах любителей погонять пришлось по праву не всем участникам дорожного движения. Эти самокаты очень мешают в том плане, что они переезжают не по правилам. Ну, если они ездят по выделенным дорожкам, думаю, не мешает. Ну, да, 50 на 50, на самом деле. Свою лепту в популярность электросамокатов вносят и службы проката, по-другому их называют шерингами. Здесь достаточно иметь смартфон и банковскую карту. Буквально в 2 клика железный конь становится твоим, и можно отправляться хоть в кругосветное путешествие. Причем соблюдение правил дорожного движения зачастую остается на совести тех, кто управляет транспортным средством. Если, допустим, нарушение ПДД возникло, допустим, при переходе через дорогу, на неразрешающий сигнал светофора, это все тоже фиксируется. То есть каждый трек, каждое движение пользователя по городу, перемещение, все это фиксируется, все это мы видим. Это все сейчас у нас фиксируется как и отделом технической поддержки, то есть это контролируется непосредственно датчиками. Сейчас мы также еще моделируем новый искусственный интеллект. Он буквально через несколько недель стартанет. При управлении электросамокатом нужно помнить следующие правила. На тротуарах нельзя разгоняться выше 25 км в час. Во дворах выше 20. На электросамокате запрещено ездить вдвоем, а еще перевозить грузы. И самое главное – возрастной ценз. До 7 лет можно ездить только в пешеходных зонах или на тротуарах. До 14 по пешеходным и велодорожкам. Старше 14 по спецдорожкам и проезжей части велосипедных зон. Именно нарушение этих норм чаще всего и приводит к ДТП и аварийным ситуациям на дорогах. За прошедший 2023 год зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих средства индивидуальной мобильности. Все получили там травмы. А в этом году зарегистрировано 2 наезда на велосипедистов, но с участием именно СИМ зарегистрировано было 4 мая. На перекрестке улиц Лермонтова-Короленко, где отец с ребенком, не спешившись, переезжали проезжую часть на одном самокате. Безусловно, среди поклонников электросамокатов есть и сознательные водители. Вот, например, Петр Рассказихин. Его стаж за рулем самоката уже 2 года, и, по словам мальчика, все необходимые правила он знает и, самое главное, соблюдает. Самое главное – спешиваться на дорогах, нельзя кататься в торговых центрах. Желательно объезжать пешеходные переходы, чтобы не сбить людей. В некоторых городах нашей страны уже появились так называемые тихие зоны, места, где разрешенная скорость для электросамокатов гораздо ниже той, что прописано в правилах дорожного движения. В ряде муниципалитетов местные власти вовсе запретили на улицах движение для электросамокатов, сегвеев, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности. Взамен этого обещают строить специальные велодорожки, чтобы не мешать ни пассажирам, ни пешеходам, ни автолюбителям. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск.